Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, мухтарам джамаат. Я рад всех вас видеть. Мы с вами продолжаем изучение текста акиды имама Тахави в толковании имама Баберти. На прошлом занятии мы с вами затронули проблему предопределения. Сказали, что предопределение в его основе лежат два основных, вернее, мы упомянули даже три основных сифата Аллаха Тааля. Это знание, это могущество, это воля. Своим знанием Аллаха Тааля заранее знал, еще до сотворения Вселенной, до сотворения нас с вами, до сотворения создания вообще, Аллах Тааля знал, с каким созданием, что и когда будет происходить. И мы привели с вами много примеров. Своим могуществом и своей волей Аллах Тааля осуществляет все эти события, которые по Его знанию должны произойти. Сегодняшняя тема, с которой мы с вами начинаем, она также связана с предопределением, а именно с наставлением на прямой путь. Имам Тахави говорит: «Яхди ман яша'у ва я'асим ва ю'афи ман яша'у فضلا ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي من يشاء عدلا وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله». Смысл этих слов: «Яхди ман яша». Аллах Тааля ведет прямым путем, кого пожелает. «Ва я'асиму ман яша». Оберегает, кого пожелает. «Ва ю'афи». То есть Аллах Тааля помещает в состояние безопасности, обезопашивает. «Ман яша», кого пожелает, «фадлян», по своей милости. «Ва юдилля ман яша», также Аллах Тааля вводит в заблуждение, кого пожелает. «Ва яхдулю», унижает. «Ва ябтали», испытывает. «Ман яша», кого пожелает, «адлян», по своей справедливости. «Вакуллухум», все они, все люди и джинны, «ятакаллабуна фи машиатихи». То есть они, «ятакаллабуна» дословно переворачиваются, но имеется в виду, они находятся в состоянии между, они все подвержены или подвластны его воле и находятся между милостью Аллаха Тааля и его справедливостью. Что же нам имам Тахави здесь хотел сказать? Имам Тахави говорит о том, что и хидаят, и прямой путь, и заблуждение от Аллаха Тааля. Только Аллах Тааля способен наставить на прямой путь, и только Аллах Тааля способен ввести в заблуждение. И если Аллах Тааля наставляет кого-то на прямой путь, оберегает его, избавляет от грехов, это все по милости Аллаха Тааля, это ни в коем случае не заслуга человека. Точно так же, если Аллах Тааля кого-то вводит в заблуждение, если Аллах Тааля унижает и испытывает, то это происходит по его справедливости. Итак, тема хидаята, тема божественной милости. Здесь мы можем привести одну киссу, одну историю, рассказанную пророком, саллаллаху алейхи вассалям, на одном очень-очень-очень красивом острове, пышная зелень, чистые-чистые источники, чистый воздух, сладкие плоды, фрукты. И вот на этом острове жил человек, который поклонялся Аллаху Тааля 500 лет. 500 лет поклонения. Если с нашей жизнью сравнить, по сравнению с чьей-то жизнью, это может быть в 10 раз больше.
И когда, естественно, мы все не вечны в этом мире, когда наступил момент его смерти, он ушел, как и все обычные люди, умер. Когда он предстал перед Аллахом, Аллаху Та'аля задал ему вопрос: ты как хочешь войти в рай? По моей милости или благодаря своему поклонению? И тот человек, думая, что его поклонение что-то значит, отвечает: конечно, посредством своего поклонения. И тогда Аллах Та'аля дает ангелам команду: отправьте его в ад. И он пугается, спрашивает: за что? Я Рабби, что я такого сделал? И тогда Аллах Та'аля повелел ангелам принести весы, на одну чашу весов поместить зрение этого человека, то есть вот эту милость, которую Аллах Та'аля ему даровал, возможность видеть. И на другую чашу весов Аллах Та'аля повелел поставить 500 лет его поклонений. И милость зрения, вот эта благодать, оказалась значительно тяжелее, чем 500 лет его поклонения. И тогда, это осознав, этот человек сказал: нет, я Рабби, только по твоей милости. То есть из этой истории мы прекрасно понимаем, кто нас кормит, чтобы мы могли заниматься поклонением. Конечно, Аллаху Та'аля. Кто нам дал этот организм? Конечно, Аллаху Та'аля. Кто дал нам возможность распоряжаться этим организмом? Тоже Аллаху Та'аля. Кто нам дал здание? Тоже Аллаху Та'аля. Соответственно, все это по Его милости. Следовательно, и хидаят происходит по Его милости. И здесь мы с вами должны обратить внимание на 2 аята Корана, которые затрагивают тему хидаята. В одном из этих аятов Аллах Та'аля утвердительно говорит: «А'уду биллахи минаш шайтанир раджим, иннака ла тахди иля сиратин мустаким». То есть, обращаясь к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, ну, соответственно, это и для нас тоже руководство, Аллах Та'аля говорит: ты, конечно же, ведешь людей путем прямым, наставляешь людей на прямой путь. В то же время нужно обратить внимание на другой аят, уже с отрицательным смыслом. Аллах Та'аля, обращаясь к пророку, говорит: «Иннака ла тахди ман ахбабта». Ты не наставляешь на прямой путь, кого пожелаешь. И для того, чтобы понять истинную суть хидаята, нам эти аяты нужно сопоставить. И это основное правило в шариате. Однажды сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассалям, сидели, разговаривали про тему предопределения, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, подойдя к ним, был очень разгневанным. Он сказал: о чем вы разговариваете? И сахабы ответили: мы разговариваем о предопределении. И тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: как вы можете противопоставлять одни аяты другим? Именно за это были погублены народы, жившие до вас. Соответственно, мы понимаем, что всегда наша задача, в первую очередь, ну не наша, естественно, исламских ученых, богословов, сопоставить аяты. Даже если мы сами читаем Коран, и нам кажется, что аяты друг другу противоречат, мы должны посмотреть в тафсиры, мы должны посмотреть в труды богословов, исламских ученых, и только потом можем делать выводы. Итак, наша задача сопоставить эти 2 аята. Как же здесь понять? В одном аяте Аллах говорит: ты ведешь путем прямым, а в другом говорит: нет, ты кого хочешь, кого любишь, не наставишь на прямой путь. Вроде бы противоречащее такое, кажущееся буквальное. Как же их сопоставить? А смысл этих 2 аятов в следующем. Хидаят бывает 2 видов. Они оба от Аллаха Та'аля. Первый вид хидаята – разъяснение прямого пути. То есть Аллах Та'аля нам посылает посланников, дает наших учителей, дает имамов, дает нам в руки какую-то книгу.
и так далее и тому подобное, тем самым Аллах Та'аля дает нам о себе знание. Это один вид хидаята, то есть когда приходит пророк и объясняет законы Аллаха Та'аля. Второй вид хидаята – это уже то, что связано с сердцем. То есть это тот вид хидаята, когда Аллах Та'аля человеку раскрывает душу, и он становится на прямой путь. Поэтому почти каждый из нас первый вид хидаята может исполнять. Он называется да'ват, призыв. То есть объяснять, давать эти информацию, призывать, увещевать, как-то приглашать. Что касается второго вида хидаята, то о нем Аллах сказал: «Иннака ля тахди ман ахбабта». Ты не наставишь на прямой путь, кого пожелаешь. Соответственно, мы во втором виде хидаята вообще ничего не можем сделать. И, соответственно, то же самое с заблуждением. В заблуждение Аллах Та'аля вводит тоже по своей воле, но здесь отмечено, что по справедливости. В первом случае это божественная милость, а милость, она не является чем-то обязательным. Кому пожелает Аллах Та'аля, эту милость дает, кому пожелает, не дает. И мы не вправе сказать: «О, Рабби, почему ты ему эту милость дал, а почему мне не дал?» Это касается всего. Это касается и знаний, это касается и степени, это касается и богатства, и так далее, и тому подобное, имущества. То есть мы не вправе сказать: «О, Аллах Та'аля, почему ты ему дал Мерседес, а мне, я пешком хожу, например». Или мы не вправе сказать: «Почему, я Рабби, ты его сделал таким великим ученым, а я здесь, понимаешь ли, на базаре торгую или машины ремонтирую». Конечно, мы тоже должны прикладывать какие-то усилия, но мы не вправе говорить такое. Или, например: «А почему, я Рабби, ты его вот президентом сделал республики или целой страны, а я здесь всего лишь преподаватель в мадресе?» Никто не вправе так сказать. Это божественная милость. Соответственно, и хидаят – это тоже божественная милость. Что же касается введения в заблуждение, то это происходит по божественной справедливости. Почему? А потому что человек сам так выбрал. Он сам выбрал себе этот путь. И это ясно мы видим в суре Лейль, где Аллах Та'аля говорит: «А'удhu биллахи минаш шайтанир раджим, фаамма ман а'та ваттака ва саддака бил хусна, фасануяссируху лил юсра». То есть смысл аятов: а тот, кто тратил на пути Аллаха Та'аля, был богобоязнен и веровал в прекрасное, то есть под прекрасным имеется в виду то, что принес пророк, саллаллаху алейхи вассалям, то есть Коран и Сунну. То есть тот, кто признал это, фасануяссируху лил юсра, мы облегчим ему путь к легчайшему, говорит Аллах Та'аля. Как этот аят понять? А смысл этого аята следующий. Аллах Та'аля человеку дает информацию, особенно в наше время, когда есть и интернет, и книг много, и фильмы, и телевидение, и так далее, и тому подобное. И если человек эту информацию принял, решил прислушаться, а что же это за религия ислам, а что же Аллах Та'аля там говорит, тогда Аллах Та'аля облегчает ему путь к легчайшему. Каким образом? Либо человека посылает, который ему еще глубже, еще доходчивее, еще правильнее ислам объясняет, либо какую-то книжку, либо какое-то событие в его жизни происходит, и этот человек таким образом потихоньку встает на прямой путь, на путь хидаята. И противоположное тоже верно. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره
лилля усра. Аллах Та'аля говорит, а тот, кто был скуп и считал, что он ни в ком, ни в чем не нуждается в Аллаху Та'аля, и не признал то, что принес пророк, саллаллаху алейхи вассалям, мы облегчим ему путь к тихчайшему. То есть путь, который ведет в ад. Каким образом? Снова точно так же. Аллаху Та'аля справедлив ко всем, и Аллаху Та'аля информацию, знания о своей религии открывает для всех. Или, по крайней мере, Аллаху Та'аля разум каждому дает. Если разум не дан, то с человека нет спроса. Правильно же? И если человек, получив эту информацию, получив этот разум, отвернулся от Аллаха Та'аля, отвернулся от тех знаний, которые он ему открыл, тогда Аллах Та'аля ему дальше облегчает путь заблуждения. То есть мы здесь тоже вносим свой вклад посредством своего выбора. И ярким примером является история двух современников пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Они были оба в совершенно одинаковых условиях. И социальный статус у них у обоих одинаковый, и богатство у них у обоих одинаковое, и по силе, по физическому развитию, по своему, скажем, статусу богатыря, скажем, они были одинаковые в Мекке, но одного из них Аллах наставил на прямой путь, другого ввел в заблуждение. Мы их обоих прекрасно знаем. И дополнительно поясняя то, что они были оба в одинаковых условиях совершенно, они оба были современниками пророка, саллаллаху алейхи. За обоих пророк, саллаллаху алейхи, сделал дуа. Речь идет про Умар ибн Хаттаба и Абу Джахля. В одном из хадисов рассказывается, что пророк, саллаллаху алейхи, сделал дуа: «О Аллах, дай исламу силу или изза, почет посредством Умара ибн Хаттаба или посредством Абу Джахля». Обоих пророк, саллаллаху алейхи, упомянул, никого не обидел. И оба общались с пророком, саллаллаху алейхи вассалям. Как мы с вами сказали, оба были одинакового социального статуса. И богатые, и знатные люди в Мекке, оба богатыри и так далее и тому подобное. Но мы знаем, что Умар ибн Хаттаб после того, как объективно посмотрел на аяты Корана, прочитал суру, или даже не всю суру, первые аяты суры Таха, он чистым разумом их оценил и понял, что человек такое написать не способен. И в итоге Умар ибн Хаттаб принял ислам. Другой его современник, Абу Джахль, он отвернулся. И нельзя сказать, что Абу Джахль был глупее Умар ибн Хаттаба. Они и здесь были одинаковые. Абу Джахль прекрасно понимал, что идолы никакой пользы и никакого вреда не несут. Иллюстрацией того является история о том, что однажды язычники между собой договорились к Каабе, когда пророк саллаллаху рядом с Каабой находится, рядом с Каабой сидит, читает Коран, не ходить, его слова не слушать, ну и вообще не слушать то, что он говорит. Но в тот же вечер, когда пророк саллаллаху сидел рядом с Каабой и читал Коран, рядом с Каабой встречаются два язычника, один из них Абу Джахль. И тот язычник Абу Джахлю говорит: а ты что же здесь делаешь? Мы же договорились, что сюда ходить не будем, слушать его не будем. Абу Джахль отвечает вопросом на вопрос: а ты что здесь делаешь? И тот язычник начинает объяснять: ну ты же понимаешь, что наши идолы, они ничто, ни вреда, ни пользы от них нет, и что пророк саллаллаху, Мухаммад, они не говорили пророк саллаллаху, что Мухаммад пришел с истиной. И здесь Абу Джахль ему отвечает: я прекрасно это понимаю, но ты же понимаешь, что с нами будет, если мы сейчас за ним последуем.
То есть Абу Джахль боялся потерять свой статус, свое богатство. Он боялся стать таким же, как Биляль и остальные, скажем, и остальные сахабы, занимавшие в мекканском обществе самые низшие социальные слои. И вот эта боязнь плюс высокомерие помешали Абу Джахлю увидеть истину. Ну и, соответственно, раз отвернулся, пожалуйста, Аллах Та'аля справедлив, Он никого не обижает. Не хочешь идти, тебя никто в рай тащить насильно не будет. И Аллах Та'аля по своей справедливости закрыл сердце Абу Джахля, и вплоть до гибели в битве при Бадре Абу Джахль оставался язычником. И даже перед самой своей смертью он нисколько не поменялся. Известно, что он был ранен, и Абдулла бин Мас'уд нашел его тело, когда-то он еще был ранен. Абдулла бин Мас'уд, поскольку Абу Джахль в свое время в Мекке над ним тоже издевался, Абдулла бин Мас'уд здесь встал на него, на раненого Абу Джахля, уже умирающего практически. Ну, нельзя сказать, что вот Абдулла бин Мас'уд его сильно обидел. На самом деле это был щуплый такой худой человек. И тогда Абу Джахль ему что говорит? Ты высоко взобрался, сын пастуха. Все равно он не отказывается от своего высокомерия. Человек уже все, уже уходит из этого мира, но вот это высокомерие в нем осталось. И, соответственно, Аллах Та'аля такого человека не будет заставлять идти прямым путем. Раз выбрал путь заблуждения, пожалуйста, никто тебя не держит. То есть Аллах Та'аля по своей справедливости ввел его в заблуждение. И мы с вами также отметили про важность разума, поскольку, да, есть люди, которым, возможно, Аллах Та'аля информацию не открыл. И подобный вопрос был задан нашему имаму Абу Ханифе. Однажды во время урока один из учеников Абу Ханифы спросил: «О, имам, можно задать вопрос?» «Да, пожалуйста». И ученик спрашивает: «Вот мы счастливые люди. Поколение, которое жило до нас, лично встречалось с пророком, саллаллаху алейхи саллям». Это сахабы были. И благодаря этому мы сейчас держим в руках Коран, читаем его, понимаем, что это божественное чудо. Что делать тем людям, которые живут где-то на далеких островах, в дремучих лесах? И Абу Ханиф очень кратко ответил: они должны познать Аллаху Та'аля своим разумом. То есть разум Аллаху Та'аля нам дал не зря. Если Аллаху Та'аля нам информацию не открывает про себя, если до нас пророк не дошел, то мы должны, используя вот этот инструмент, которым Аллах Та'аля нас одарил, облагородил, можно сказать, прийти к познанию Аллаха Та'аля. И можно привести еще один пример, когда люди, находясь в самом близком положении к пророкам Аллаху Та'аля, не приняли ислам. И можно привести второй пример, когда человек жил практически рядом с самым большим тираном своего времени, но это не помешало ему стать верующим. В Коране по этому поводу Аллах Та'аля говорит: «А'удзу биллахи минаш шайтанир раджим. Дараба Аллаху масалян лилладзина кафару мар'ата Нухи ва мар'ата Лут». В качестве примера неверующих Аллах Та'аля приводит жен пророков Нуха и Лута, алейхиссалям. Жены пророков. Практически это второй человек, который слышит истину. Известно, что Хадиджа, рады Аллаху анха, была первым человеком, принявшим ислам. Эти жены пророков, несмотря на то, что истина вот рядом, ты рядом с этой истиной каждый день вместе с ней обедаешь, общаешься с этой истиной, но несмотря на это, они отказались принять истину.
И второй пример. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. И в качестве примера верующих Аллах Та'аля приводит жену фараона. А она с кем рядом жила? Как мы с вами сказали, с самым большим тираном того времени, который говорил, что «Я Господь». И это не помешало ей стать верующей. Поэтому для хидаята никаких совершенно препятствий нет. Если человек выбирает прямоту, Аллах Та'аля ему ее дает. Если человек отворачивается от прямого пути, Аллах Та'аля никого не заставляет.